هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسيد العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, дорогие братья, уважаемые сестры, иншаллах рахман, мы постараемся затронуть тему, которую мы видим в этом вопросе происходит разногласия. Есть очень много непонятного, совершается много чего непонятного. В хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорится: «Талабуль ильми фаридатун аля кулли муслими ва муслима». Приобретение знаний, стремление к религиозным знаниям является обязанностью каждого мусульманина и каждой мусульманки. Хадис передал имам Аль-Байхаки. И каждый мусульманин и каждая мусульманка должны стремиться к знаниям, особенно в наше время, когда очень много разногласий происходит, особенно в сфере убеждений и так далее. Тем более в остальных вопросах очень много непонятного есть для людей. Поэтому нам необходимо иметь правильные и достоверные знания про ислам. Уважаемые братья и сестры, мы знаем, что смерть – это та истина, которая ожидает каждого из нас, которая является концом этого света и началом ахирата. Поэтому вспоминать о смерти является в шариате очень рекомендуемым деянием. К этому нас подталкивают и слова из книги Всевышнего, и изречения лучшего из посланника пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И мы видим в действительности, что многие из нас, когда умирает кто-либо из родственников, из близких людей, многие из нас оказываются в замешательстве, многие не знают, что делать, как поступить, что необходимо делать, не зная, как поступить, что делать, находясь рядом с умирающим, не зная, что делать после его смерти. В таком положении многие находятся, а некоторые же следуют традициям и обычаям той местности, где они проживают, при этом не смотрят, дозволено ли это шариатом или это является недозволенным деянием, и совершают те деяния, которые порой бывают противоречащими шариату и Слову Всевышнего Аллаха. Поэтому в этой части мы видим, у нас очень много происходит таких вещей, когда, например, вещи, связанные с похоронным обрядом, бывают те действия, которые являются суннатами. Некоторые думают, воспринимают это как фарз, и вот так его к нему стремятся. А некоторые бывают вещи, которые являются в похоронных обрядах фарзами, но люди его упускают или халатно относятся к нему. Бывают такие моменты, когда люди совершают такие вещи, которые являются нововведениями, которые противоречат шариату, которые абсолютно никакого отношения к шариату не имеют, но люди думают, что это связано с похоронным обрядом, и настолько стараются его соблюдать, даже больше иногда порой, чем они должны были бы стремиться соблюдать фарзы или суннаты. Поэтому этот вопрос, такой вопрос, который необходимо рассмотреть, в котором у нас очень много непонятного, и с надеждой на Всевышнего Аллаха, что это поможет нашим братьям и сестрам нашей религии, соблюдать нашу религию, так как погребальные обряды в исламе имеют большое значение. Ислам к покойному, уже к мертвому человеку тоже относится уважительно, в наилучшем виде представляют его Аллаху покойного. И поэтому необходимо знать эти вещи, эти обряды похоронные, как это сказано в книге Всевышнего Аллаха в Коране и в изречениях пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Мы постараемся это разъяснить более или менее подробно, и не слишком коротко, и не слишком подробно, опираясь на достоверные источники. Книга, которую мы будем проходить, иншаллах рахман, она написана опираясь на всемирно известные, подтвержденные всем исламским миром известные книги, как
к примеру, Аль-Арбаин фи Усулиддин или Мукашафатуль Кулуб, также, который написал имам Аль-Газали, Фатхуль Аллам, известная книга, четырехтомник Фатхуль Аллам, также Рахматуль Уммат, книга «Вопросы, связанные со смертью и похоронами» Пора Мухаммада Хаджи Рамазанова, нашего великого алима, ученого, шахида, иншаллах. Ат-Таргиб ва Таргиб имам Аль-Мунзири, Аль-Фикх аль-Исламий ва Адиллату, которое написано современным в наше время, ближе к нашему времени, обобщая все те предыдущие книги шариатские. Также Шарх аль-Мафруд, это книга, написана Мухаммаду Тахир аль-Карахи, который был личным секретарем великого имама Шамиля. По этой книге жили наши предки. И с других книг обобщенно взята вот эта именно тема, эта тема связана с похоронами. И с надеждой на то, что это принесет пользу исламу, братьям и сестрам, иншаллах, рахман, будем проходить. В исламе, конечно же, поминание смерти ценится очень высоко, потому что человек, который достиг совершеннолетия, ему это поощряется, чтобы он чаще вспоминал о смерти, не говоря уже о совершеннолетних. Были примеры того, что один великий сподвижник, ради Аллаху анху, увидел ребенка, один из великих мудрецов увидел ребенка, который плакал, говорит. Настолько много плакал этот ребенок, подойдя к этому ребенку, он спрашивает: почему ты плачешь? Ребенок отвечает: я боюсь попасть в ад, говорит. Он говорит ему: как ты можешь попасть в ад, ведь ты же ребенок, ты маленький, таких как ты маленьких в ад не бросают. На что ребенок отвечает: разве ты не видел, когда поджигают дрова, сперва ставят маленькие дрова, чтобы они загорелись, а потом только большие дрова кидают в этот огонь. Я боюсь быть вот такими мелким, как эта мелкая дровишка, которая будет разжигать ад для взрослых, говорит. Если дети должны вот таким образом вспоминали прежние дети о смерти, тем более мы должны вспоминать о смерти, потому что это охлаждает нас, охлаждает нашу чрезмерную, безграничную любовь к этому мирскому. Задумываемся об ахирате, задумываемся о том, что нам придется отвечать за свои деяния. И каждое слово, каждое деяние, которое мы совершаем, что за это придется отвечать в судный день перед Всевышним Аллахом. И вот это также способствует тому, что мы начинаем соблюдать более реально, более чисто, более в положенном виде, не пропуская без пропусков те повеления Всевышнего Аллаха, которые Он на нас возложил, будь это намаз или остальные повеления Всевышнего Аллаха. Также стараемся, когда мы чаще вспоминаем о смерти, мы стараемся, конечно же, это нас отдаляет от харама тоже. Напоминание о смерти, о нем много говорится и в Коране, много говорится в сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Только в Коране 164 раза упоминается о смерти и что связано со смертью. Есть очень много аятов. В частности, Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون». Сура Аль-Джум'а, 8 аяте Всевышний Аллах говорит, смысл: «Скажи, поистине смерть, от которой вы убегаете, непременно настигнет вас, и затем вы будете воскрешены и возвращены к Всевышнему, ведающему о тайном и явном, и воистину на том свете вам сообщат о том, что вы творили на земле, и вы будете отвечать за свои деяния». Также Всевышний Субхану Тааля в Коране говорит, Аль-Имран, сура Аль-Имран: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, куллу нафсин за'iqatul маути ва иннама туваффауна уджуракум яумал қиямати, фаман зухзиха анин нари ва удхилал джанната факад фаза ва мал хаятуд дуня илля мата'уль гурур». Садака Аллаху аль-Азим. Каждая душа вкусит смерть. Смысл этого аята: в судный день сполна воздастся вам. Кто избавлен будет от огня ада и будет введен в рай, тот постиг успех. А жизнь в этом мире всего лишь обманчивое наслаждение. Также Всевышний Аллах в сурате Аль-Анкабут говорит следующее: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, куллу нафсин за'iqatul маути, сумма илайна турджаун».
каждая душа вкусит смерть, затем вы будете воскрешены и возвращены к нам, говорит Всевышний Аллах. Также, обращаясь даже к любимому и самому великому своему творению, к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах напоминает и говорит ему: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, иннака майитун ва иннахум майитун». Поистине, ты, о Мухаммад, смертен, и смертны и они, другие люди. Аллах Субхану ва Та'аля, сурат Аль-Каф, в 19 аяте говорит: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим». وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. И воистину наступила предсмертная агония, и это истина, как бы ты ни стремился ее избежать. Когда настигает смерть, никто не в силах нам помочь, ни отсрочить, ни ускорить смерть. Время, которое Всевышний Субхану ва Та'аля для нас определил, никто не в силах ее изменить. И Всевышний Аллах в Коране говорит: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, фалаула иза балагатил хулкум, ва антум хина изин танзурун». Садак Аллаху аль-Азим, сурату Аль-Вакиа, 83 и 84 аятах Всевышний Аллах говорит: когда душа подступает к горлу умирающего, то есть наступает уже предсмертная агония, человек уже настигает его смерть, вы можете только смотреть, но не можете помочь ему. И мы видим, как от нас уходят наши близкие, как от нас уходят наши знакомые, и никто не в силах помешать или предотвратить волю Всевышнего Аллаха. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, также в своих благородных хадисах очень много напоминает нам о смерти. Хадисы, переданные Абу Хурайрой, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Аксиру мин зикри хазими лаззат». Вы чаще вспоминайте разрушительницу удовольствий, то есть смерть. Достоверный хадис, который приводит имам ат-Тирмизи. И ученые ислама, большие алимы, толкуя этот хадис пророка, алейхиссалату вассалям, говорят, что это хадис очень лаконичный, очень такой хадис, в котором заключено много смысла. У него ляфз, то есть текст маленький, слов в нем мало, но смысл огромный, великий, глубокий смысл в этом. Потому что поминание смерти, дорогие братья и сестры, чаще надо вспоминать смерть. Это нас побуждает к хорошим деяниям и отдаляет нас от плохих деяний. Сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рекомендовал нам почаще посещать могилы, почаще ходить на кладбище. Поэтому нам желательно посещать кладбище, посещать могилы, особенно праведных людей. Пророк, алейхиссалату вассалям, и сам и днем ходил, иногда бывало, что он поздно ночью даже мог вставать и уходить на кладбище, находиться подолгу на кладбище. Об этом рассказывает его жена Аиша, радиаллаху анха, мать правоверных. И пророк, алейхиссалату вассалям, в хадисе, переданном от Анаса ибн Малика, радиаллаху анху, говорится: «Нахайтукум ан зияратил кубур». Я, говорит, раньше вам запрещал посещать могилы. ثم بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ألا فزوروها. В хадисе пророк, алейхиссалам, говорит: раньше я вам запрещал посещать могилы, теперь же я вам разрешаю это, так как оно смягчает ваши сердца и заставляет плакать ваши глаза и напоминает об ахирате. Так вы посещайте же кладбище, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Это хадис приводит имам Муслим и имам Абу Дауд в своих сборниках своих достоверных хадисов. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, очень часто рассказывал своим сподвижникам, радиаллаху анхум, о смерти, и они, сподвижники, радиаллаху анхум, не бывало такого момента, говорит, чтобы они могли забывать о смерти. Пророк, алейхиссалату вассалям, однажды у него Аиша, радиаллаху анха, спрашивает: о посланник Аллаха, есть ли люди, которые будут вставать в судный день вместе с шахидами? На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: да, это те люди, которые в день хотя бы 20 раз будут вспоминать о смерти.
И мы знаем, что смерть настигала и лучших из людей, умерли прежние пророки, умер наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И это было для нас примером, это было для нас напоминанием, что смерть является истиной, что она настигает каждого, и у нее есть своя определенная трудность. И чтобы мы готовились к этой смерти, чтобы мы брали побольше с собой запасов на тот свет. Запасами к тому свету уже являются благие деяния, которые мы совершаем в этом мире. И чтобы мы не брали туда тот груз, который будет нас опрокидывать в огонь ада, когда будем проходить через мост Сират, что является совершением плохих деяний, ослушанием Всевышнего Аллаха. Прежние алимы, имамы, шейхи, благородные, великие люди, они часто вспоминали о смерти. Даже были такие среди них, как Раби ибн Хусайм, которые рыли в своем доме могилу и ложились в нишу могильную, чтобы почаще вспоминать о смерти, чтобы не давала эта могила им вспоминать о смерти. Они говорили, если бы я на секунду, хотя бы на час, я забуду о смерти, то мое сердце станет порочным. То есть оно будет не благодарить Всевышнего Аллаха, оно забудет о Всевышнем, то сердце, которое забывает о смерти. Умар ибн Абдул-Азиз, которого называют пятым праведным халифом, не говоря уже о великих имамах, шейхах, алимах, даже в прежние века праведные даже правители, не говоря о других людях, даже правители, он специально, говорит, даже собирал людей, чтобы они напоминали ему о смерти. И однажды он обращается к одному ученому, который собрал к себе, и говорит, напомни мне, скажи мне, настав меня, говорит, научи меня чему-нибудь хорошему. Тот говорит, ты не первый халиф, который умрет. Умар ибн Абдул-Азиз, радиллаху рахимахуллах, попросил, расскажи что-нибудь еще, говорит. И этот ученый говорит, все твои предки, начиная от Адама, алейхиссалям, все вкусили смерть, настанет и твоя очередь. И Умар ибн Абдул-Азиз, рахимахуллах, плакал, говорит, до утра. И плакали алимы, которые находились рядом. Также Умар ибн Хаттаб, радиллаху анху, у него даже был, говорит, специальный человек, которому он платил определенные деньги, чтобы тот напоминал ему каждый раз о смерти. И этот человек подходил к Умар ибн Хаттабу, радиллаху анху. Кто Умар ибн Хаттаб, радиллаху анху, мы знаем, настолько великий человек, но он настолько стремился помнить о смерти, даже нанял человека, который бы напоминал ему о смерти. И тот действительно каждый раз подходил и напоминал ему, Умар, о Умар, помни о смерти, о Умар, ты умрешь, и так далее, напоминал ему о смерти. И однажды он ему сказал, когда тот пришел, Умар, радиллаху анху, ответил ему, что чтобы он больше уже не напоминал, то есть не стал ему платить за это. Когда спросили причину, он сказал, что у него уже выступили белые, седые волосы, и это уже является напоминанием ему, что уже старость приблизилась, а старость уже это приближает нас только к смерти. И вот таких примеров у нас впереди, которые предшествовали наши предшественники, нам оставили. Пусть Аллах нам тоже даст тауфик, помнить о смерти, встречать смерть в имане, чтобы мы ушли с этого мира в имане. Пусть Аллах укрепит наш иман в этом мире. Пусть Аллах даст нам возможность умереть в имане и воскреснуть вместе с теми, которые умерли, будучи в имане, вместе с пророками, с подвижниками великими, алимами, шейхами, праведниками. Иншаллах рахман, и в дальнейшем мы, если Аллах даст нам, иншаллах рахман, будем о погребальных, о похоронных обрядах проходить, иншаллах рахман, подетально. Но так как смерть, она является той причиной, которая заставляет нам совершать вот эти похоронные обряды, уважаемые братья и сестры, сегодняшнюю проповедь мы посвятили имени смерти, хотя это является мало для нас, чтобы наши сердца смягчились. Будем надеяться, что это мало Всевышний Аллах приумножит и наши сердца тоже откроет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.